Здравствуйте. Интервью на БСТ. Башкирский государственный аграрный университет стал участником программы «Приоритет-2030». Что это значит для студентов, преподавателей, научного сообщества и в целом для АПК нашей республики, узнаем у ректора БГАУ Ильдара Габитова. Ильдар Исмагилович, здравствуйте. Добрый день. Ну и в первую очередь, конечно, хотелось бы поздравить вас с новым статусом. Я думаю, что это действительно очень важная победа. Вы давайте коротко об этом. Что значит участие в приоритете? Спасибо. Мы не участники приоритета, а кандидаты в участие приоритета. То есть в нынешнем году изменилась система вхождения в приоритет. Если мы подтверждаем заявленные наши данные, к осени мы получаем соответствующую финансовую поддержку Минобрнауки. А приоритет – это, конечно, здорово для всего коллектива и для, я думаю, для республики. А для нас это знамя своего рода, которое говорит о том, что вуз действительно стоящий, вуз важный, которому доверили решение важной государственной задачи в определенные сроки и ждут от нас определенный результат. Это, конечно, очень важно и нужно. Вы знаете, что сейчас современное сельское хозяйство меняется, и оно сегодня такой приоритетный драйвер, будем говорить, развития экономики Российской Федерации, страны в целом. Поэтому для экономики, аграрной сферы требуются современные специалисты, современные люди, которые знают и генетику, и селекцию, и информационные системы, цифру, которая применяется в сельском хозяйстве. Вот на эти проекты направлен и наш проект «Приоритет». Вы понимаете, что вуз наш, он входит в пятерку лучших аграрных вузов России, а теперь мы считаемся, и по праву, я уверен, в числе ведущих вузов Российской Федерации. Вот несмотря на этот статус кандидата, мне кажется, это очень важный момент для абитуриентов. Это лучшая реклама, мне кажется. Совершенно правильно. Я считаю, это действительно так, потому что наша цель – это цель стать вузом, который производит новые знания и в виде конечных продуктов, в виде востребованных продуктов, в виде пород и гибридов растений, линий и, будем говорить, животных, программных продуктов и девайсов вместе с нашими партнерами. А стратегический приоритет – это подготовка профессионала, гражданина России, нацеленного на развитие сельских населенных территорий. И еще вот я бы хотел отметить то, что вуз дал мне лично дорогу в жизнь, благодаря чему мы вот достигли таких результатов. И очень хочется сделать так, чтобы каждый выпускник Башгау, нашего университета, с пиететом относился к своему родному альма-матер. И мы это сделаем. Но любовь к земле – самое главное, чему вы обучаете. Вот скажите, пожалуйста, насколько в этом году больше бюджетных мест ожидается? Вы совершенно правильно говорите. Наш лозунг – это «Нам доверено заботиться о земле». Мы в этом году принимаем 1440 человек, абитуриентов ждем в своей стены. По всем направлениям: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. И, конечно, среднепрофессиональное образование тоже у нас эти программы есть. По направлениям в этом году что нового? По направлениям. Прежде всего, я бы хотел отметить, претворяя слова президента, вот у него спросили, давайте поменяем, говорит, агроном название. Он сказал, нет, агроном остается. Мы полностью поддерживаем, но меняется суть подготовки этого агронома. Наш агроном, он владеет цифровыми приборами, он имеет полное право и возможность работать с электронными картами полей, изучает систему точного земледелия, изучает NDVI снимки для того, чтобы определение пораженности тех или иных моментов. Не говоря уже о инженерах, энергетиках, сельских строителях, ландшафтном дизайне. У нас очень мощная база по факультету пищевых технологий. Радий Фаридович говорит о том, что мы производим много аграрной продукции, а переработку нам в этом направлении нам нужно работать и работать. А здесь вот подготовку кадров мы вместе с нефтяным университетом это направление закрываем. Это здорово. И сюда идут очень много наших абитуриентов. Мне кажется, модно стало выбирать аграрные профессии.
Это совершенно правильно. Зоотехник сегодня сколько получает? Вот вы посмотрите. Гораздо больше, чем чиновник. Это правильно. Последние 10 лет численность работников массовых профессий в животноводстве сократилась на 30%. На 30%. Аграрное производство становится умным. Аграрное производство становится востребованным к людям, которые владеют самыми передовыми цифровыми технологиями, владеют современными системой защиты растений, защиты животных. Посмотрите, что у нас творится сейчас и в сфере защиты животных. У нас есть и АЧС, и новые болезни. Специалист должен знать процессы, которые происходят с животными и растениями. Меняется климат, мы это видим. А их применение, современные специалист должен эти знания иметь, и мы их даем вместе с нашими партнерами. Я думаю, что знаете еще какой момент? Санкции тоже подстегнули каждую отрасль, когда вот те же самые зоотехники говорят о том, что семенной материал мы всегда везли из-за рубежа, и сегодня есть проблемы. Значит, и у нас есть сегодня потенциал для вашего университета в том числе, чтобы готовить специалистов, которые будут разбираться и в селекциях, и в генетике. То есть это будет действительно вот такое стратегическое развитие. Совершенно вернуть правильно. то, что мы упустили. Мы в приоритете, вот в программе приоритете, оба проекта у нас. Первый по растениеводству. Мы будем создавать вместе с нашими партнерами горох с повышенным содержанием белка. Это очень востребовано. Мы семена завозили раньше из-за рубежа. И мы ставим задачу сейчас обеспечить нашу Россию востребованными, очень продуктивными сортами гороха. А если говорить о животноводстве, например, по свиноводству, мы использовали раньше все иностранные биоинформационные базы данных. А вот цель второго проекта у нас формирование наших биоинформационных баз данных, которые обеспечивают селекцию и генетику в свиноводстве. Вот если у нас этих платформенных решений не будет, то мы в ближайшей перспективе, это 3-5 лет, потеряем племенное ядро. Все племенное ядро мы завозили, в данном случае в республике у нас, с датской фирмы Данбред, понимаете? Они держателями всех этих генетической базы данных были. А мы сейчас вместе с нашим партнером, стратегическим партнером государственной компании Таврос, и заявили вот этот проект, будем создавать проекты по созданию баз данных. Также мы, вот башкирский гость у нас с этой компанией, мы будем создавать базу данных и выводить генетику, сопровождать генетику по водоплавающей птице. Это тоже прорывные проекты на уровне Российской Федерации. И это будут тоже делать студенты? То есть... естественно, это будут наши студенты. Мы переформатируем все образовательные программы. Это же кто у нас делает? Это вместе с студентами. Но нужно для этого знать, куда идете, и можно получить хорошие деньги за те или иные Какой проекты. средний балл по ЕГЭ, скажем так, вот давайте возьмем в целом весь университет? В прошлом году был 63 средний балл. Это по результатам ЕГЭ. Но у нас многие поступают половина где-то поступает по результатам внутренних экзаменов, так как они имеют уже среднее профессиональное образование. Вот они сдают у нас экзамены по профильным направлениям и уже поступают без сдачи учета ЕГЭ. Как вы оцениваете подготовку вот тех самых абитуриентов, то есть, даже, допустим, и тех же самых школьников, и тех, кто к вам приходит после СПО, получив среднее образование? Вы понимаете, это разные Да, разные, я люди. понимаю. Они первые категории, которые мы сказали, СПО, они уже заранее нацелились на получение рабочих профессий. Перспективу уже увидели. Увидели. Они уже более целенаправленно идут на то, чтобы связать свою жизнь с последующим с этой областью. Вот в этом отношении да. У них может быть несколько общие, фундаментальные базы несколько отстает, но они быстро наверстывают на
с учетом профессиональных своих компетенций и дисциплины здесь. А те люди, которые на основе ЕГЭ поступают, у нас ведь, вы посмотрите, практически 80% студентов, которые на первый курс поступают, они целенаправленно идут к нам. И у нас ведь есть очень большие преференции по линии Минсельхоза России. Это только аграрные вузы могут, если заключают договор со своим партнером, могут обучаться на коммерческой основе, но за них платит предприятие, а предприятию бюджет возвращает 90% понесенных затрат. Это вот у нас, почему? На сегодня у нас на практику студенты идут уже после первого, второго курса, им открывают трудовые книжки. У них уже идет трудовой стаж. И, конечно, и зарплата на заработную плату. Минимум 25-30 тысяч они получают при прохождении практики. Это у нас только у нас в аграрных вузах. Это, конечно, большое. У нас уже на сегодня вот, практика вот летом предстоит, да, все студенты под роспись уже определены места практик. Они уже вникают в свою будущую профессию. И, конечно же, это говорит о том, что дальше будут хорошие специалисты. Ну и эти специалисты не останутся без работы, потому что они уже целенаправленно они уже знают, куда пойдут. У нас людей на бирже труда нет. Что касается целевого приема, в этом году нововведение, то есть для того, чтобы против коррупции, за прозрачность выступает система. Вот у родителей вопрос, как работодатели будут выбирать своих будущих сотрудников? То есть ведь существуют условия: один абитуриент, один вуз, один работодатель. Вы понимаете, на сегодня определено, что будут условия целевого набора изменены. Но четкого понимания пока и указаний от Министерства образования и науки пока нет. Подождем несколько времени, и полное разъяснение будет. Потому что декларировано, что целевой набор или целевое обучение, прием будет обеспечиваться на основе отечественной платформы «Работа в России». Вот подождем давайте. Вот. Я думаю, что для многих родителей ваши слова стали успокоением, потому что для многих это стало таким непонятным моментом, что, озадачившись этим вопросом, просто родители атакуют все вузы, все приемные кампании. К сожалению, время программы ограничено. Планируется ли день открытых дверей в аграрном университете для того, чтобы наши зрители могли уже лично с вами встретиться, с сотрудниками, с педагогами? У нас каждую неделю, суббота, пятница проводятся дни открытых дверей. Пожалуйста, у нас приемная комиссия уже работает. Можно индивидуально подойти, можно с группой, можно с коллегами, с товарищами, друзьями. Подходите, мы полностью разъяснение, пояснение представим. И у нас вуз, он же лидирующий вуз, он лидирующий в спорте, лидирующий в творчестве, в республике. Вот, мы занимаем первые места не только, и общежитие мы всем представляем. Конечно, это преференции для наших будущих Но самое студентов. главное, вы обеспечиваете стратегический запас нашей страны, и поэтому в завершении нашего разговора мне еще раз хочется пожелать, поздравить вас с этой победой, пожелать всей вашей команде и студентов, и абитуриентов, будущих, которые выберут ваш вуз, и, конечно, преподавательскому составу дальнейших успехов и эффективной работы в той же самой программе «Приоритет-2030». Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Эльдар Габитов, ректор Башкирского государственного аграрного университета, был гостем программы интервью на БСТ. Оставайтесь с нами.